Вот уже около месяца в столице идут работы по установке приборов учета. Новые счетчики уже установили в 2 районах Сухума. В данный момент специалисты работают на улице Трапщ. Сейчас мы устанавливаем приборы учета по улице Трапш. С начала февраля устанавливали по улице Эшба и ТП номер 70, так называемый Колос. По словам специалистов, они начали свою работу с этих улиц, так как здесь была огромная нагрузка. Например, в районе улицы Эшба только за 1 неделю произошло 3 возгорания на трансформаторных подстанциях. Как отметили специалисты, после установки приборов учета аварий не происходило. Кстати, по словам сотрудников Черноморэнерго, это для них большая помощь. Дело в том, что счетчики работают дистанционно и в случае перегруза отключаются сами. Эти приборы учета они имеют возможность дистанционного опроса. Мы через свой сервер в нашем офисе СВС можем контролировать расходы электроэнергии каждого абонента, у которого установлен этот прибор учета, и видеть его расходы электроэнергии, видеть его нагрузку. В случае превышения допустимой нормы нагрузки в нем стоит реле, который его автоматически отключит, чтобы не произошло оплавление провода и возгорание. Если абоненты задерживают оплату за потребленную электроэнергию, мы после уведомления данного абонента с просьбой погашения задолженности, если он будет игнорировать в течение 2 месяцев, мы также будем применять меры по временному прекращению подачи электроэнергии. В случае, если у абонента есть задолженность за электричество, то до установки счетчика ему предоставляется график погашения долга. Но при этом счетчик все-таки устанавливают с условием оплаты и за текущее энергопотребление. По словам специалистов, есть злостные неплательщики. Были неоднократные случаи, когда мы составляли судебные иски, передавали эти дела в суд и через суд взыскивали задолженности с данных абонентов. Это один из рычагов воздействия на злостных неплательщиков. Всего было приобретено 1200 приборов учета. В планах у правительства закупить еще большее количество приборов учета для их установки на территории всей республики. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.